Добрый вечер, дамы и господа. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан приветствует вас на программе просветительского абонемента «Филармонические сезоны. Балеты Дягилева». Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Дирижирует и рассказывает заслуженный артист Республики Башкортостан, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы продолжаем цикл музыкально-просветительских вечеров, каждая из которых состоит из двух частей. В первом отделении солируют солисты Московской филармонии, а во втором отделении мы представляем вам музыку балетов, написанных по заказу выдающегося театрального деятеля Сергея Павловича Дягилева. Сегодняшний наш второй вечер посвящен двум титанам русской музыки 20 века – Игорю Стравинскому и Сергею Прокофьеву, музыку которых, кстати, мы будем впервые исполнять именно в рамках музыкально-просветительского абонемента. Сергей Сергеевич Прокофьев – это, как известно, великий русский композитор, который жил с 1891 по 1953 годы. Он родился в музыкальной семье, мать его была прекрасной пианисткой. В доме с детства его, соответственно, звучало много музыки, и первую свою пьесу для фортепиано, подобно Моцарту, Прокофьев написал в 5 лет, а первую оперу Прокофьев написал раньше Моцарта. Моцарт написал первую оперу в 12 лет, а Прокофьев в 9 лет. Пусть и в том, и в другом случае речь о детской опере, но сам факт, конечно, не может не поражать воображение. С 13 до 23 лет Прокофьев учится сразу на нескольких факультетах Санкт-Петербургской консерватории. По композиции он учился у Лядова, по инструментовке у Римского-Корсакова, также закончил консерваторию как пианист и дирижер, представив на своем выпускном экзамене по композиции знаменитый первый фортепианный концерт, за что был сразу же удостоен премии имени Рубинштейна. Прокофьев жадно впитывал все новые тенденции, веяния начала 20 века и быстро нашел свой путь музыканта-новатора, неповторимый музыкальный язык, также часто выступая сам как пианист-виртуоз и включая в свои программы, естественно, собственную музыку, которая всегда вызывала бурную реакцию слушателей. В 1918 году он выезжает в Соединенные Штаты, затем в Европу, с успехом дает там концерты, и начинается его 14-летний, очень плодотворный зарубежный период творчества. Только в 1932 году он снова возвращается в Советский Союз, и, кстати, как принято считать, одной из причин возвращения было то, что в Америке Прокофьев чувствовал себя в тени великого Рахманинова. Рахманинов был старше его на 18 лет. А в Европе, в свою очередь, Прокофьев был в тени великого Игоря Стравинского, который тоже был старше его на 9 лет. В Советском Союзе Прокофьев обретает подлинную популярность, он становится невероятно знаменитым композитором, его музыку исполняют буквально все величайшие советские музыканты-исполнители. К этому же периоду 30-40-х годов относится написание бессмертных шедевров, среди которых хотя бы можно выделить балеты «Золушка», «Ромео и Джульетта», великую оперу «Война и мир», поздние симфонии, в частности пятую, где он, по собственным словам, хотел воспеть счастливую жизнь человека, его духовную и нравственную чистоту. Последние годы жизни Прокофьев проводит на своей даче на Николиной горе в Подмосковье, где продолжает сочинять до последнего дня своей жизни, несмотря на запреты врачей. Кстати, я неоднократно сам был рядом с дачей Прокофьева на Николиной горе, потому что Геннадий Рождественский, выдающийся дирижер, с которым мне посчастливилось работать, по его собственным словам, приобретал эту дачу только для того, чтобы находиться там, где ступала нога Прокофьева. Творческая жизнь Прокофьева пришлась на первую половину 20 века. Он прокладывал пути новой музыки вместе с такими гигантами, как Дебюсси,
Барток, Стравинский, Скрябин, композиторы Нововенской школы. Поначалу Прокофьев вошел в историю как дерзкий неспровергатель канонов и традиций позднеромантического искусства, хотя сам при этом черпал вдохновение у русских композиторов второй половины XIX века, своеобразно развивая традиции Мусорского и Бородина. Прокофьев вносит в музыку свежесть и натиск первозданных неумолимых сил, что поначалу, в случае с премьерой его скифской сюиты, было воспринято даже как музыкальное варварство. Однако, конечно, с течением времени его музыка была понята, и его стиль трансформировался также с течением времени, но всегда отличался удивительной глубиной и общечеловеческими концепциями. А к концу жизни для Прокофьева вообще характерны огромные, широкие исторические обобщения. Вот его цитата. «Я придерживаюсь того убеждения, что композитор, как и поэт, воятель, живописец, призван служить человеку и народу. Он должен воспевать человеческую жизнь и вести человека к светлому будущему. Таков, с моей точки зрения, незыблемый кодекс искусства». Прокофьев написал огромное количество произведений, среди которых можно выделить 8 опер, 7 балетов, 7 симфоний, 5 фортепианных концертов, виолончельных, 2 скрипичных и огромное количество музыки буквально во всех жанрах. Третий фортепианный концерт, который вы сейчас услышите, был завершен им в возрасте 30 лет в 1921 году. И здесь необузданный юношеский темперамент, та самая, это цитата, свежесть первозданных сил, соединяется с наступающей мужественностью и зрелостью. Именно поэтому, с одной стороны, по словам самого композитора, третий концерт — это гимн свету и молодости, а с другой стороны, это глубокая, разноплановая, контрастная психологическая драма с утверждением света в конце. Итак, Сергей Прокофьев, концерт номер 3 для фортепиано с оркестром в 3 частях. Убедительная просьба для более полного погружения в замысел композитора не аплодировать между частями произведения. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов Алексей Мельников. Большое спасибо.
дамы и господа, закончилось первое отделение программы «Антракт». Летом 1909 года, в конце лета, после возвращения из имения Усть-Луг в Санкт-Петербург, 27-летний Стравинский хотел продолжить писать свою гениальную знаменитую оперу «Соловей». Однако внезапно он получает телеграмму от самого Дягилева с предложением написать к весне музыку для новой премьеры в Париже, для балета «Жар-птица». Первоначально Дягилев обращался к знаменитому, можно сказать, великому русскому композитору Анатолию Лядову, который считается до сих пор непревзойденным сказочником. Однако Лядов работал довольно медленно, и спустя несколько месяцев после заказа Дягилев решил поинтересоваться у него, как идут дела. На что Лядов ответил: «Дела идут прекрасно, я уже закупил нотную бумагу». Шокированный Дягилев, конечно же, вынужден был спасать предстоящую премьеру. Ему порекомендовали обратиться к молодому, перспективному композитору Игорю Федоровичу Стравинскому. Вот что пишет Стравинский. «Несмотря на то, что меня пугал сам факт заказа к определенному сроку, я еще не знал своих сил, это был его первый балет, и боялся запоздать, я все же дал согласие. Предложение это было для меня лестным. Среди музыкантов моего поколения выбор пал именно на меня, и меня приглашали сотрудничать в крупном художественном предприятии бок о бок с людьми, которых мы привыкли считать мастерами своего дела». Стравинскому предложили уже готовое либретто, которое на основе народных сказок составил знаменитый хореограф Фокин, который работал также в Дягилевской труппе. Сюжет этого балета довольно прост. Иван-царевич в погоне за жар-птицей попадает в заколдованный сад Кощея, где видит фигуры окаменелых людей. Оказывается, это воины, которые пытались спасти прекрасных царевин, но были обращены Кощеем в камень. Плененная жар-птица умоляет Ивана-царевича отпустить ее, за что дарит ему свое волшебное перо со словами, что перо это ему еще пригодится. В зачарованном саду Иван-царевич встречает волшебных царевин, среди которых и царевна ненаглядная краса. Иван-царевич влюбляется в нее и, несмотря на предостережение, решается проследовать за ней в замок Кощея, чтобы освободить царевин из плена. Слуги Кощея пленяют Ивана-царевича, и в тот момент, когда Кощей начинает превращать его в камень, Иван-царевич вспоминает про волшебное перо, достает его, чем и привлекает жар-птицу, под чарами которой все Кощеево царство пускается в пляс и от бессилия падает на землю и засыпает. В этот момент жар-птица указывает Ивану-царевичу на дуб. В дубе дупло, в дупле ларец, в ларце яйцо, в яйце смерть Кощея.
Иван-царевич разбивает яйцо, Кощеево царство исчезает, воины оживают, окаменелые, и воссоединяются во всеобщем ликовании со своими возлюбленными. Необходимо понимать, что этот сюжет, сами сюжетные повороты, являются только предлогом для создания волшебного царства и образа жар-птицы. В самом либретто изначально заложены картинность, созерцательность, желание остановить прекрасное мгновение, любоваться им, для чего идеально подходит сама музыка как жанр, и балет, и образ прекрасной жар-птицы как образ недостижимой красоты. В итоге балет был поставлен и сдан, как говорится, в срок. Премьера состоялась 25 июня в Париже 1910 года и прошла с огромным успехом. На этой премьере, помимо прочих выдающихся людей, присутствовали Марсель Пруст, Клод Дебюсси, Морис Равель, Мануэль де Фалья. Молодой Стравинский в одночасье стал звездой уже европейского масштаба. Конечно, эта музыка написана изначально для театра, но необходимо понимать, что художественная ценность, гениальность самой музыки совершенно беспредельна. Сегодня «Жар-птица» в форме сюиты для уменьшенного оркестрового состава ежедневно звучит в разных концертных залах мира. Мы же исполним вам первоначальную полную версию этого балета, которая длится 45 минут, и написана она изначально для большого, так называемого, четверного состава оркестра. Стравинский был учеником, как известно, римского Корсакова. Он продолжает его традиции и в смысле музыкального языка, и в плане оркестровки, и доводит возможности оркестра до невообразимых высот. Также есть такое интересное совпадение, что в последнем году, вот в году, который был в 21-м, «Жар-птица» именно в этом варианте, который вы сейчас услышите, очень часто исполнялась в России, в Европе и в Америке. Достаточно привести в пример знаменитый оркестр «Музыка Этерна» под управлением Теодора Курензиса, который недавно осуществил европейский и российский тур именно с этой полной версией «Жар-птицы». И, конечно же, Мариинский театр с Валерием Гергиевым, которые очень часто играют именно полную версию балета. Наш сегодняшний концерт, то есть первая исконная версия Стравинского 1910 года, будет уфимской премьерой. И для более полного погружения в эту музыку, потому что я понимаю, что часто люди приходят в концертный зал первый раз. Сегодня вот на эти две стены будут проецироваться сюжетные повороты самого либретто, то есть те подписи частей, собственно, не частей, а разделов балета, которые Стравинский сам указал в партитуре. Таким образом, вы сможете более точно следить за сюжетными поворотами и восхищаться гениальностью и изобразительностью этой музыки. Итак, Игорь Стравинский, балет «Жар-птица». На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Большое спасибо.
всей души благодарим всех, кто был сегодня с нами. Я извиняюсь, я показывал на субтитры, они все время не вовремя шли, с запозданием. Я немножко распереживался, понятно ли, кто куда что идет. Вот, мы всех приглашаем на наш концерт 10 февраля. Здесь будет продолжение абонемента «Золотые страницы башкирской классики», и концерт будет целиком состоять из музыки патриарха Башкирской композиторской школы Загира Исмагилова. Хоровые сочинения, арии из опер, инструментальная и оркестровая музыка. Мы всех ждем с нетерпением. Большое спасибо за теплый прием. Спасибо.